В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске 57 тракторов и 136 единиц прицепного оборудования. Российская сельхозтехника в дар Абхазии. Укрепление и асфальтирование дорог. Ремонтные работы в Гудаутском районе. Фабрика раздора. В Афоне снесен объект историко-культурного наследия – здание бывшего табачного склада. Президент Рауль Хаджимба принял участие в церемонии передачи сельскохозяйственной техники и оборудования от Российской Федерации Республике Абхазия. Согласно договоренности президентов двух стран Рауля Хаджимба и Владимира Путина, Абхазии были переданы 57 единиц сельскохозяйственной техники и 136 единиц прицепного оборудования на общую сумму в 200 миллионов рублей. Техника складируется на территории МТС Гудаутского района. В ближайшее время она будет распределена по всем районам страны. Сельхозтехника, а также различное сельскохозяйственное оборудование российского производства на общую сумму около 200 миллионов рублей прибыли в Абхазию. Для торжественной передачи техники в республику приехала делегация Россельхозцентра России во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства Джамбулатом Хатуовым. Минпромторг России, Министерство сельского хозяйства, выполняя поручения правительства, наши отечественные машиностроители постарались, чтобы Абхазия получила хорошую, высокопроизводительную технику. Я думаю, что это все будет позитивно влиять на развитие вашей экономики. Имеем поручение министра сельского хозяйства всех поздравить сегодня. И, конечно, еще раз дополнить существующие технологии работы на этой технике, на ваших прекрасных территориях, садах. Думаю, что и овощеводство, и садоводство, ваши ключевые направления получат новый импульс. Для аграриев Абхазии поступившая техника станет большим подспорьем. Несомненно, для тех, кто трудится в сельском хозяйстве, сегодняшнее событие имеет особое значение. Для аграриев нашей страны сегодня день, я считаю, очень важным, ответственным и радостным, так я могу сказать, потому что вся эта сельскохозяйственная техника будет работать на благо наших граждан, на благо аграриев, на благо тружеников села. А мы, конечно, в свою очередь должны отнестись к своим уже функциональным обязанностям на очень высоком уровне. С каждым индивидуально трактористом, который будет работать на этой технике, будут заключены договора, и на каждого ляжет персональная ответственность за состояние этой техники. В торжественной церемонии передачи российской сельхозтехники принял участие президент Абхазии. Рауль Хаджимба и Джамбулат Хатуов осмотрели новую технику и оборудование. Главе государства рассказали о специфике машин и об их производителях. Очень популярен, собирается в Санкт-Петербурге, очень востребован в России. Уже в Европе очень стали высокого покупать. качества, повышенный спрос. Вот он был представлен у нас на Золотой неделе в Германии. И сегодня завод имеет контракты на 40% своего объема на экспорт. Ну, конечно, мы заинтересованы, чтобы это все было в России. Сегодня в год собирают 2000 тракторов. Сегодняшнее событие является еще одним подтверждением дружеских и партнерских отношений Абхазии и России, подчеркнул Рауль Хаджимба, выступая на торжественной церемонии. Глава государства поблагодарил всех, кто способствовал реализации соглашения по поставке российской сельхозтехники в Абхазию. Вот сегодняшнее событие – это еще раз подтверждение тому, что мы выбрали правильный путь. Путь на сотрудничество с Российской Федерацией. Все те базовые соглашения и затем следующие соглашения, договора, которые каждый раз мы обговариваем, обсуждаем, реализуются. И вот сегодня есть возможность увидеть результат этой деятельности. Мы благодарны Российской Федерации, благодарны руководству за то, что они нас услышали и создали возможности для нашей республики, для того, чтобы вот такая техника была бы у нашего крестьянина. Новая сельскохозяйственная техника будет распределена по всем районам Абхазии в ближайшее время. В Гудаутском районе, а также в самом городе в эти дни проходят работы по укреплению и асфальтированию дорог. О ходе работ в нашем следующем репортаже.
Масштабные работы по укреплению трассы Псоу-Сухум в районе Черной речки были начаты в начале этого месяца. Сейчас часть работ уже выполнена. Специалисты компании «Абхазавтодор» объясняют, чтобы укрепить дорогу, необходимо было изменить русло реки. После этого около 5 метров площади залили бетоном и установили сваи. Непосредственно работы проводит подрядная организация компания «Госстандартстрой». На объекте проводим работы берегоукрепления. Поменяли русло реки, поставили сваи. На данный момент ведем работы по бетонированию. На объекте работает экскаватор и штат в районе в количестве 6 человек. Как отметил директор компании «Абхазавтодор» Борис Ачба, средства на ремонт этой части дороги были выделены из фонда президента республики. Ремонтные работы были необходимы в связи с тем, что даже при малейшем дожде река поднималась до уровня дороги и постепенно размывала ее. Такая проблема существовала здесь на протяжении нескольких лет. Очень важный объект нашей республиканской дороги. На участке километр 53 плюс 500. Вот. Мы неоднократно ставили перед главой государства вопросы, перед правительством. Нам помогли сохранить нашу дорогу и вывести ее из аварийной ситуации. Работы на этом участке планируется завершить к концу августа. Вначале бетонную стену поднимут до уровня дороги, затем этот участок земли будет засыпан гравием и полностью залит бетоном. Работы по укладке асфальта проводятся и в самом городе Гудаута. На данный момент его укладывают по улице Дзидзария. Затем асфальт будет проложен еще на 3 улицах города, в их числе и проспект Героев. По словам Бориса Ачба, на ремонт только одной улицы уходит более 25 миллионов рублей. Необходимо отметить, что в эту сумму входит и замена водопровода, прокладка канализационных труб и ливневых стоков. Все эти работы выполняются из средств российской инвестпрограммы. Все работы сделаны, за исключением, вот вы видите, мы буквально недавно приступили к асфальтировке. Вот, значит, на асфальтобетонные работы по сметной документации 11 миллионов, где-то 600 тысяч предусмотрено. Длина у нас данной улицы порядка где-то 1300 метров с лишним. Вот. В среднем ширина где-то 8, где-то 10, мы берем 10 метров где-то в среднем. Поэтому я думаю, дней 15-20 мы данную улицу максимально закончим. На данный момент проложен только первый слой асфальта толщиной в 3 сантиметра. Совсем скоро сотрудники компании «Абхазавтодор» приступят к укладке второго слоя. Зария Смыр, Леон Адлейба, Абхазское телевидение. Фабрика раздора. В Афоне снесен объект историко-культурного наследия – здание бывшего табачного склада. Собственники здания решили перестроить его, но при проведении строительных работ произошло обрушение стены. Итог серьезной ошибки – нарушение устойчивости здания, из-за которой и было принято решение полностью снести объект. Собственник обещает воссоздать его прежний вид, а афонцы опасаются, что будет нарушен исторический облик города. В ситуации разбиралась Нисфа Аршба. Большое двухэтажное здание в самом центре Нового Афона относится к постройкам XIX века. Оно целиком выложено из тесаного известнякового камня и возведено сразу после революции под большие табачные склады. Строили его монахи Новоафонского монастыря, которые в то время были зарегистрированы как трудовая община. Поэтому здание архитектурно было близко к другим монастырским постройкам XIX века. В советское время функциональное назначение табачного склада часто менялось. И в относительно хорошей сохранности оно простояло до 2005 года. Именно тогда новым собственникам была демонтирована крыша. На этом восстановительные работы прекратились, и заброшенный объект постепенно разрушался. Когда они взяли в аренду, видимо, какие-то возможности имели, начали ремонтно-восстановительные работы. Но потом, не знаю по каким причинам, они опять остановились. И буквально вот после этого они выкупили это здание. Чтобы вы понимали, она как бы частная собственность. На сегодняшний день является хозяином уже другой человек по фамилии Оторба.
Спустя 13 лет, в январе 2018 года, в Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия поступило письмо от нового собственника объекта по фамилии Оторба с просьбой выдать необходимые документы для реконструкции здания под гостиницу. Для согласования всех необходимых условий понадобилось почти 3 месяца, и уже в апреле был согласован эскизный проект предполагаемой гостиницы. Новый собственник Оторба обратился к нам в конце января, насколько я помню, 30 января 2018 года обратился с тем, что он хочет там строить гостиницу. После долгих разговоров мы убедили, что это невозможно, что это старое здание, что надо обязательно сохранить это 2 этажа вот старого здания, используя то, что там есть, и предложили ему писать проект в соответствии с теми требованиями по армированию сохранившихся зданий, внутреннее каркасное армирование, и еще плюс 2 этажа не пристрали. С этими 2 этажами после 5-го эскизного проекта мы согласились. Но условия должны быть такие, чтобы он не диссонировал с объектом, чтобы он тоже не повторял слишком так, чтобы это была копия, чтобы это было так. В принципе, это допустимые нормы. Мы в итоге, в общем-то, приняли эскизный проект, потом был подан проект, который в соответствии с законодательством подтвердил и госуправление. Но вначале нам необходимо было, чтобы нас убедили, что вот эти конструкции, которые имеются, они достаточно устойчивы, что там можно. В общем-то, речь шла о том, что надо делать каркасное армирование, и они начали делать. Второй вопрос, очень важный, тоже очень важно, чтобы люди знали. У нас нету Абхаз-реставрации, у нас нету ни одной строительной компании, которая специализируется на ремонтах, реставрации объектов историко-культурного наследия. Не может страна, обладающая таким количеством объектов культурного наследия, не иметь строительную компанию, в которой будут специалисты сертифицированы, которые имеют право и знают, как обращаться с неустойчивыми объектами, потому что они там 100 лет, 200 лет, 1000 лет. То есть там особый режим связан со строительными работами. Начались строительные работы. Как говорят афонцы, они проводились в основном внутри здания. Землю выкапывали экскаватором. В итоге обрушилась северо-западная часть стены, что и привело к нарушению конструктивной устойчивости объекта. Работы были остановлены. Здание находится в списке объектов историко-культурного наследия. Какие-то исторические уникальные события не связаны с ним. Это обычная хозяйственная постройка начала 20 века. Но с учетом того, что в наше время каменные здания уже не строятся, и технологии утрачены, то есть его уникальность заключалась, наверное, исключительно в том, что она была добротной каменной постройкой. Что касается процесса его демонтажа или сноса, я не обладаю информацией по той причине, что это не находится в компетенции заповедника. Этим вопросом занималось непосредственно управление по архитектуре, занималось Министерство культуры и охраны и наследия. Но первый настораживающий факт произошел в мае месяце, когда после того, как внутрь при помощи техники начали проводить земляные работы и была подкопана, как я слышу со слов исполнительных работ, по ошибке проектировщика или кого-то была подкопана северная стена, она упала, вот тогда мы увидели, что происходит что-то неладное. После этого были предприняты некие шаги со стороны актива города, со стороны жителей города, и в том числе и у меня были ряд бесед на эту тему. Мы все в один голос призывали за то, чтобы сохранить оставшуюся часть фасада, как более интересную, обращенную к трассе, сохранить и в этом объеме провести реконструкцию сооружения. И у нас была надежда, что так все и пойдет. Спустя какое-то время мы узнаем, что, оказывается, там запроектировано 4-этажное сооружение. И это в центре города, в исторической части, где неоднократно принимался мораторий на то, что постройки не должны превышать 2 этажей. Это меня очень сильно насторожило, особенно когда я узнал, что эти проекты были подписаны по всем инстанциям. Мне кажется, что именно проект 4-этажный стал
побудительным мотивом для того, чтобы снести здание, потому что на самом деле эти стены не выдержали бы дополнительные этажи, и собственнику, видимо, было выгоднее просто снести и построить современную конструкцию. Но об этом должны были знать, конечно, ответственные чиновники, которые, с одной стороны, вроде бы в групповой ответственности находятся, и никто теперь из них как бы не несет личную ответственность. Я, конечно, не призываю казнить кого-то, но в целом, если эта система изжила себя, давайте мы в ближайшие сроки сделаем выводы. Объект посетила весьма внушительная делегация специалистов. Был составлен акт технического состояния, который собственник Отерба почему-то не подписал. И через некоторое время работы возобновились. Дело дошло до Генпрокуратуры. Минкульт требовал проверить соответствие проектной документации и проведенных работ строительным нормам и правилам. Генпрокуратура через неделю, пожалуй, дала нам ответ, что они будут дальше это изучать, потому что они не могут выяснить. И, честно говоря, тут нету достаточных организаций, которые могут сделать эту экспертизу. Но госуправление потом дало свою экспертизу, что нынешнее здание, оно было треснуто еще до начала ремонта. И вот надо было выяснить, достаточно ли устойчиво, что практически это невозможно. И в этой ситуации на нас оказывается давление. Администрация города, прокуратура, их письма говорили о том, что нам делать. Это вызывает вопрос безопасности граждан, и туристов, которые там. То есть он в любой момент может рухнуть, обрушиться. Прокуратура нам сказала, что состава преступления не видят, это будет долгое расследование, но пока не будут расследовать, рушится. По вашему усмотрению, любая озабоченность граждан по поводу судьбы объектов историко-культурного наследия меня радует. Даже если их озабоченность сливается с темой, когда они начинают не очень лицеприятные вещи говорить и в отношении Министерства культуры, как госоргана, который занимается охраной памятников культурного наследия, так и меня лично. И я очень рад, что и по этому объекту возник такой дискуссионный спор. Это говорит о том, что общество должно быть готово, и власти, законодательной ветви власти, к достаточно широкому диалогу. И не с нами, а вообще. Это мы на страже сохранения этого культурного наследия. Говорить о том, как и что мы будем делать с историко-культурным наследием. В итоге собственник обратился за экспертным заключением в государственные строительные организации, такие как Апснергылара, но получил отказ. Его мотивировали тем, что для представления подобного заключения у госструктуры нет соответствующей лицензии. Не оказалось у Апснергылара и возможности вести работы по каркасному армированию внутри существующих стен здания, поскольку есть проблемы с их устойчивостью. Квалифицированная помощь не подоспела, и научно-методический Совет Министерства культуры разрешил собственнику демонтировать объект с условием его последующего воссоздания. Беслан Богатель, архитектор, сделал проект, который одобрен был и госуправление нами. Мы разрешили вот этот демонтаж, чтобы использовать все те из известняка плиты для дальнейшего строительства. После строительства мы будем решать, и будут малейшие отклонения, тогда у нас будет основание подачи опять в прокуратуру и в суды для того, чтобы востребовать восстановление, воссоздание. Фактически мы тут будем иметь только одну вещь. Мы уже не сохранили памятник, но мы будем одну вещь частично, не позволяя нарушить сложившийся архитектурный облик города. Много лет назад жители Нового Афона негласным решением ввели этакий мораторий на строительство высотных зданий в исторической части города. В первую очередь это делалось для того, чтобы спустя годы Новый Афон по-прежнему оставался маленьким уютным городом со своим крайне привлекательным природным ландшафтом. Жители опасаются, что история табачного склада может стать прецедентом, который положит начало изменениям исторического Нового Афона. Дело в том, что историческая планировка сформировалась. Она последний раз формировалась в течение конца 19-го, начала 20-х годов. И эта историческая планировка, существует правила регулирования в исторических городах, они отработаны, не нами придуманы. Да?
Тут вопросы ландшафта, тут вопросы застройки, тут вопросы озеленения, которое сложилось. В ближайшее время начнутся работы по воссозданию прежнего облика здания. Это уже не будет объект историко-культурного наследия. Тем более у будущей гостиницы в самом центре Нового Афона появится еще несколько надстроенных этажей. Специалисты надеются, что все требования и рекомендации собственник выполнит, и здание вновь обретет свой первоначальный облик. Нисфа Аршба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Каждую пятницу в Сухуме проходит уборка территорий. В рамках мероприятий по подготовке к празднованию юбилейных дат 25-летия со Дня Победы и 10-летия со Дня международного признания независимости Республики Абхазия глава администрации города Сухум Адгур Харазия распорядился каждую пятницу проводить уборку города вплоть до 30 сентября. Сотрудники столичной администрации во главе с мэром продолжили наводить чистоту на Сухумской горе. Все они были снабжены необходимым инвентарем, дороги и лестницы, ведущие к площадке, были расчищены от сорняков и колючек. Территория была очищена от мусора, скошена и собрана трава, сухие деревья и ветки спилены. В очередной раз мы хотим как-то улучшить вид города. Мы сами, жители города, столицы, несем ответственность. И вот мне бы очень хотелось, чтобы это дошло до каждого жителя нашего города. И чтобы каждый хоть чуть-чуть внес собственную лепту, и тогда будет совершенно все по-другому. В нескольких местах на республиканской трассе в Гульрипшском районе установлены большие деревянные православные кресты. Как рассказал в интервью Апснапресс исполняющий обязанности управляющего Абхазской православной церкви Ерей Виссарион Аплия, в установке крестов нет никакой религиозной подоплеки. По его словам, кресты вдоль трассы были поставлены по инициативе жителей Гульрипшского района для того, чтобы люди, увидев на дороге крест, сбавили скорость и ехали осторожнее. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу ночью местами возможны слабые осадки, в воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 26-31 градус. Температура морской воды плюс 26 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.